Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Алла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Масштабное партнерство. Мы очень рады вашему приезду и еще раз добро пожаловать. Рамзан Кадыров прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана. Основные итоги. Мы будем осуществлять строгий контроль за работой органов исполнительной и муниципальной власти, за ходом исполнения каждого поручения. В правительстве региона прошло первое совещание после утверждения Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики. Главная тема – социально-экономическое развитие. Проверка знаний. Онлайн-наблюдатели внимательно следят за действиями участников экзамена, а в настоящее время искусственный интеллект, отслеживающий подозрительную активность выпускников, не интегрирован в систему видеонаблюдения. Девятиклассники Чеченской Республики сдают основной государственный экзамен. Глава региона присоединился к заседанию Совета регионов России и Узбекистана, проходящее в Ташкенте, где второй день находится президент страны Владимир Путин с государственным визитом. Кроме политической важности, для Рамзана Кадырова Центральноазиатская республика имеет особое теплое значение. Как прошла поездка и какие места посетил руководитель субъекта, расскажет Адам Магомедов. В Ташкент Рамзан Кадыров прилетел для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана с участием лидеров двух стран. В составе чеченской делегации внук первого президента республики Эли Кадыров. Утра по главу региона тепло встретили мэр столицы, высокопоставленные чиновники дружеского государства и узбекский боец, представитель клуба «Ахмат» Нурсултан Рузибоев. Ассаламу алейкум. Мэр города. Добро пожаловать в город Ташкент. Добро пожаловать. Как долетели? Все хорошо? Рад вас. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Рад вас видеть. Это свой. Ваш представитель. Наш представитель вашего области. Ассаламу алейкум. Как долетели? Нормально. Все хорошо? Полет хорошо? Очень нормально. Добро пожаловать. Недалеко живем. Это хорошо. Мы близко живем. Все хорошо. Дома все в порядке? Все в порядке. Президент большой привет передал. Завтра иншаллах увидимся. Уже в ходе первой официальной встречи премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил крепкое и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами, а также подчеркнул дружеские отношения чеченского и узбекского народов, связанные одной религией и похожими культурными ценностями и обычаями. Признательны, что вы лично принимаете участие в заседании первого Совета глав региона. Ранее этот институт назывался форум регионов, и в прошлом году между регионами Российской Федерации и Узбекистана форум проходил в городе Казани. Мы впервые принимаем столь солидную делегацию представителей руководителей регионов Российской Федерации в Узбекистане. Это 27 руководителей регионов. Конечно же, сегодняшний день между Узбекистаном и Российской Федерацией установлено отношение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений. Это достигнуто благодаря политической воле и решению президента двух государств, президента Республики Узбекистана уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина. Мы очень признательны тому, что президент Российской Федерации после инаугурации избрания, он третьей страной своего визита, посещения, он выбрал Республику Узбекистан. Это еще раз показывает уровень нашего сотрудничества, доверия, уважения с Республикой Чечня. Конечно,
очень нас исторически очень много сближает. У нас и по культуре очень схожие обычаи, поэтому очень много представителей Республики Чечни, они проходили обучение в учебных заведениях Республики Узбекистан. Очень много наших людей тоже ездит и на заработки, и ездит на сегодняшний день по торговой миграции Республики Чечни. Поэтому мы очень рады вашему приезду и еще раз добро пожаловать. Глава региона не раз посещал Узбекистан, поскольку для него это особое место, ведь именно в этой стране когда-то учился первый президент Чеченской Республики и оставил о себе яркие, приятные воспоминания. Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что заседание Совета регионов двух стран даст мощный импульс дальнейшего развития сотрудничества. Спасибо вам, что нашли время, что приняли. Действительно, мы уверены, что Совет страны России даст новый импульс развития экономических и политических отношений между нашими государствами. И действительно, наш президент уважает президента Узбекистана и тоже очень ценит наши отношения. И что сегодня приезжает наш президент, и третья поездка, он выбрал в Узбекистане, это тоже, как вы отметили, это тоже есть свое ценное. Поэтому я каждый раз, когда приезжаю в Узбекистан, приезжаю как для меня это бесценное место. Здесь получил первое свое будущее образование и открыл для себя двери в будущее. И после этого образования открыл у нас дома в МТС и сам стал ректором, преподавал и дальше стал муфтием, первым президентом республики и остановил войну в республике, закончил, так скажем, и Узбекистан дал нам, так сказать, новую жизнь, поэтому мы очень ценим Узбекистан. У нас много очень друзей, у нас очень много работают наши братья узбеков, у нас лично дома, у меня, и каждый раз, когда я подхожу, они ко мне относятся как к дорогому человеку. Чеченская делегация во главе с руководителем субъекта посетила места, связанные с Ахматом Хаджи Кадыровым. Это массив Кукча и кладбище Шейх Зайнуддин, где был похоронен наставник и близкий друг первого президента республики, ректор Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари шейха Мухаммада Садык Мухаммад Юсуф. Великим человеком был Мамадзад. Он сильно помог мне по жизни моему отцу, когда война начиналась, но он первым был. Мой отец позвонил своему учителю и потом всем ученым по всему миру. И джихад или не джихад, и они провели консультацию, и все ученые, благодаря Мамад Саду встретился с Афададжидом и с помощью Маузада приняли решение, что это джихад, надо против воевать, нечисто. Вот так мой отец принял решение против воевать с этой нечистой. И приезжал там, читал против джихада. Побывали и в религиозно-историческом комплексе Хазрати Имам, на территории которого находится медресе Муи Мубарак, где делегации показали оригинал Корана в виде книги, собранной по приказу зятя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствует третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана, убитого во время его чтения. В настоящее время здесь оно превращено в музей-библиотеку, и здесь хранится оригинал Усман Мусхафа. Это первое в мире Корана в виде книги. До этого, как вы знаете, Коран был в виде написан в
костях животных, папирусах, камнях и так далее. Только в VII веке по приказу третьего праведного халифа Усмана все вот это было собрано и приведено в вид книги. И эта книга у нас хранится здесь. По требованиям ЮНЕСКО в целях сохранения помещение не яркое, поэтому немножко темновато, а свет отрицательно влияет на сохранность книги. Это вот у нас сам мустав. К сожалению, здесь у нас только треть оригинала, остальная часть была утрачена, неизвестно кем, когда и при каких обстоятельствах. Книга написана в VII веке на газели шкуре. Каждая страница из животной шкуры хиджазским шрифтом. Два купола с внутренней стороны идентичные копии. Если вы были в Самарканде, там есть у нас ансамбль «Регистан», состоит из 3 ансамблев медресе. Одна из них, которая называется Тилакора. Вот его купол, идентичная копия вот этого купола. Там в Тилакора они узоры сделаны из золота. Ну, здесь это такая копия из красок. 2 минарета, которые видите, на первый взгляд идентичны, но они по размерам идентичны и различают только пояса. Один из них был построен бухарскими мастерами, другой самаркандскими, поэтому каждый оставили следы своего региона. И построено символическим соревнованием, и закончили в один и тот же день. Глава региона отметил, что в Чеченской республике в ходе строительства мечетей применяются стили разных веков и народов. Несколько мечетей в османском стиле, а сейчас в узбекском стиле строят. Да, каждый свой стиль. В строящемся по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева комплексе «Центр исламской цивилизации» делегации презентовали новый объект, в зале которого под куполом в 63 метра будет помещена на хранение мусульманская реликвия – Коран Усмана. Рамзана Кадырова пригласили на официальное открытие комплекса. Строится по инициативе нашего президента. Намечено в этом году завершить строительство. Центр занимает площадь более 10 гектаров, а само здание имеет 60 тысяч квадратных метров. Вот мы видим купол 63 метра от земли. Под куполом будет находиться специальный зал для Корана Османа, который вы только сейчас увидели. Мы перенесем Коран сюда. Это будет более достойно Корану Османа. Здесь же будет находиться музей истории исламской цивилизации Центральной Азии. Здесь же будет находиться библиотека для 200 тысяч экземпляров рукописей, а также более 1 миллиона печатных изданий. Здесь же будет находиться Международная исламская академия, и управление мусульман Узбекистана также перейдет сюда. По указанию нашего президента здесь соберется весь просветительский исламский центр. Конечно, первая задача – это сохранение и изучение нашего наследия. Вы прекрасно знаете всех знаменитых наших ученых, начиная от имама Бухари до Улугбека. Мы собираем все их рукописи здесь. Здесь же будет музей, и при помощи этих же рукописей, их содержания и составления содержания музея доказать, что ислам – это не терроризм, что истинная суть ислама – это мир и созидание. Вот основная цель и идея нашего президента. Если вы позволите, это наше издание нашего центра, это уложение Амира Тимура, но здесь все, на всех 4 языках, а также 5 – это оригинал, который был записан. Максимилиан оригинал, я хотел бы вручить. Здесь все исторические тексты. Они английский перевод, французский, даже русский, это 100 лет назад они были сделаны, не современные переводы. Чеченская делегация осмотрела и мемориальный комплекс «Парк Победы», расположенный в Алмазарском районе города. В нем размещены мраморные панели с изображениями боевых эпизодов с участием узбеков на фронтах Великой Отечественной войны, а также Государственный музей славы. Парк состоит из парковой зоны и Государственного музея Сон-Шараф, или славы. С правой стороны у нас зоны, которые разделены по
предметна территория парка. Зона боевых действий, где участвовали воины узбекистанцы в составе 316-й гвардейской дивизии Панфилова, были формированы из узбекистанцев, из казахстанцев и киргизцев. Здесь показаны позиции минометов, пушек. С левой стороны от нас вооружение и зона военной техники. Среди военной техники и вооружения есть подарок российского правительства: 152-миллиметровая гаубица и 100-миллиметровая пушка. И подарок белорусского правительства: 37-миллиметровая зенитно-артиллерийская пушка. Для делегации провели торжественный банкет с обширной концертной программой. Народные артисты Узбекистана в качестве сюрприза исполнили песни на чеченском языке. Уже к вечеру официальные лица прогулялись по центру столицы, где смогли насладиться фонтан-шоу, играющим под русскую народную музыку. Личность Рамзана Кадырова широко известна по всему миру. На улицах прохожие активно изъявляют желание сделать с главой региона фото. Можно с сыном, Рамзан Ахматович? Ахмат Сила. Ахмат Сила, можно. Оге, Хаттас. Рамзан Ахматович, разрешите. Мы из Шымкента, мы гости. Рамзан Ахматович, в Чечню приедем. Спасибо. Алла разу olsun. Nurdin aka. Сними. Давай. Первая знаменитость. Вспышка. Сейчас, секундочку, еще раз. Спасибо. А можно со вспышкой, умоляю? Я неудачница, просто что-то тут пойдет. Один раз. Сейчас новый вот подготовьте. Спасибо вам огромное. Прошу, удачи вам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Вам бурамда. Bismillah. Muhammad Qadir. Muhammad Qadir. Алоим сізден. Музей знаменитостей в Ташкент-Сити, являющийся одним из самых популярных мест в городе, оставил руководителя субъекта под впечатлением. Всего в нем 24 восковые фигуры, созданные вручную и выполнены с высокой степенью точности. Как будто живой, да? У него взгляд, как будто живой, на самом деле, глаза. Это вот наша местная Алла Пугачева. Да? Да, наша Я думаю, что живая. примадонна Юлдуз Усманова. Мы ее буквально в молодости. Да, в прошлом году заказали. Реально как будто живая. Она сама лично открывала эту скульптуру. А это ничего. Стандарт один вообще, да? Эти все фигуры сделаны были в Китае. Единственная вот эта фигура, она сделана была в Англии. Над ней работали 8 месяцев над этой фигурой. Каждую морщину сделали, да. И взгляд, если вы заметите, взгляд как живой. Не, как будто глаза там. Да. Я отсюда посмотрел, я думал, он где-то сидит там. Костюм, да, какой-то? Нет, живой сидит там. Чиновники также испробовали аттракционы в парковой зоне. Ахмат! Такбир! Дадагар, кенди дабар. Уже перед началом торжественного заседания главы двух стран пожимают руки руководителям субъектов. Особенно тепло приветствуют Рамзана Кадырова, который поддерживает братские отношения с Узбекистаном.
Особое гостеприимство Узбекистана проявляется и в таких деталях. Смотрите, многочисленная российская делегация. Вот, например, здесь будет сидеть Рамзан Кадыров. Смотрим вместе с вами. Заготовлена именная ручка. На встрече обсудили вопросы сотрудничества между государствами. Впереди еще ряд рабочих встреч, где стороны смогут прийти к соглашениям в социально-экономическом направлении и не только. Кроме того, на заседании была затронута тема СВО и личность Зеленского. Глава республики четко обозначил позицию Российской Федерации. Он террорист, наркоман, поэтому серьезно настроились. Не шутим, да. Звучит так, что переговоров с ним уже никаких не будет. Ну, он уже никто, да, как можно с ним вести переговоры, да. Кто он такой, да? Он же не президент, он уже все, его время, да, уже в прошлом. Поэтому его по-быстрому надо и забрать, да, и вылечить, да, потом под суд. С кем тогда вести переговоры? С военными? Нет, с народом надо вести переговоры. Народ должен определить свою судьбу. В завершении глава региона вместе с генеральным директором республиканского спортивного клуба «Ахмат» и куратором Федерации бокса региона Эли Кадыровым приняли участие в Совете регионов России и Узбекистана, где были представлены проекты по сотрудничеству между двумя государствами. О своей привязанности к Узбекистану глава региона рассказал журналистам федерального канала. Мы давнейшие друзья-братья. Мой отец получил первое высшее образование. Здесь у него, ну, так скажем, жизненные двери открыл здесь. Я в Узбекистане чувствую себя как дома. И я очень рад, что наши страны дружат и развивают очень экономическое направление. Глава региона отметил, что Чеченская республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. Есть перспективы взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживания деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства Айшат Кадырова уже посещала Узбекистан, где состоялась встреча с министром культуры Азатбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры. Адам Магомедов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Вести Чеченская республика. В правительстве Чеченской республики прошло первое заседание под председательством Магомеда Даудова после утверждения на должность премьер-министра региона. Докладчики в лице руководителей министерств рассказали об итогах социально-экономического развития республики за первый квартал текущего года. Стоит отметить, что по многим пунктам план перевыполнен. Успешно реализуются национальные и региональные проекты. Привлекаются инвестиции, создаются новые рабочие места. В завершении Магомед Даудов подчеркнул, что темпы работы сбавлять нельзя, так как это может замедлить развитие республики. И будет осуществляться личный контроль за исполнением всех поручений. Наша ответственность перед Рамзаном Ахматовичем и народом огромна. Мы не имеем права допустить ошибки или срывать сроки работы. Мы будем осуществлять строгий контроль за работой органов исполнительной и муниципальной власти, за ходом исполнения каждого поручения. Спрос будет жестким. Уверен, что мы внесем достойный вклад в реализацию созидательного курса, начатого нашим первым президентом, героем России Ахматом Кадыровым, человеком, заложившим прочный фундамент под строительство мирного региона. Каждому из нас необходимо со всей ответственностью подходить к исполнению своих обязанностей. Для школьников региона наступили каникулы, а вот выпускные классы уже активно сдают экзамены, определяющие их дальнейшее будущее. Сегодня девятиклассники сдавали экзамен по 4 предметам. Как в этом году проходит одно из самых сложных испытаний для молодых людей, узнавал Рамзан Абуев. Паспорт проверяют несколько раз. На пути к аудитории стоят рамки металлоискателя. В кабинете организаторы и наблюдатели. Жульничать здесь точно не получится. Контроль тщательный. В 1802 пункте, это 18-я столичная школа, оживленно с самого утра. Здесь экзамен проходит по обществознанию. На данном пункте задействовано
13 аудиторий, заявлено 202 участника. Здесь, если сравнить с другими предметами, им чуть-чуть не повезло. Они с собой могут взять только паспорт и 2 гелевые ручки, если им нужны какие-то средства или же препараты медицинские прописаны. И плюс еще водичку, и все. А так, из предметных принадлежностей ничего не разрешено именно на данном экзамене. До 10 часов все должны пройти регистрацию, занять свои места и пройти инструктаж. Каждому участнику выдается индивидуальный запечатанный конверт с заданиями. ОГЭ – главное событие для всех девятиклассников, так как эти экзамены – итог обучения. Не волнуйся, занимался в РИШ-ОГЭ, решал задания по общезнанию, все варианты прошел, думаю, хорошо сдам экзамен. И на какой оценку, в принципе, надеюсь сегодня получить? 4. На 4, да. 4. Здесь также шахматный порядок рассадки экзаменуемых. У ребят есть 3 часа на выполнение 24 заданий по 6 тематическим блокам обществознания. 16 с кратким ответом и 8 с развернутым. В каждой аудитории установлены камеры высокого разрешения, обеспечивающие качественный звук и широкий угол обзора. Онлайн-наблюдатели внимательно следят за действиями участников экзамена. А в настоящее время искусственный интеллект, отслеживающий подозрительную активность выпускников, не интегрирован в систему видеонаблюдения. Но это точно дело времени. Однако ребят камеры никак не смущают, они себя чувствуют уверенно. Сегодня предметы по выбору, а это кроме обществознаний, еще химия, биология и информатика, сдают почти 22 тысячи выпускников. Задействовано 74 пункта проведения экзамена. Результаты ОГЭ будут объявлены после 11 июня. А уже 30 мая состоится итоговая государственная аттестация по географии, истории, физике и химии. Рамзан Абуев, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники налоговых служб провели рейды по районам региона и донесли до жителей о необходимости погашения налоговых задолженностей на имущество и напомнили, что такое поведение является нарушением закона. Как прошли разъяснительные мероприятия, расскажет Валентина Гусевская. Одно из главных обязательств граждан перед государством – оплата налогов. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике провели ряд рейдов в регионе по местам проживания злостных неплательщиков. Свои визиты они осуществляли совместно с сотрудниками МВД и Федеральной службы судебных приставов. Злостный неплательщик бош, масить годами хабош букарнах, так имущественный арест вот тоши, что бабьеш бобуд, так диардар югуца, шей конституционный долг массарга коучдар, аш дайлар тербен вайгал наш сайловик, идеги аш далушев налог швей республика юж налог шуша. Сотрудники государственных служб осведомили неплательщиков о налоговой задолженности на движимое и недвижимое имущество. Они провели разъяснительные беседы о том, что налоги должны быть погашены. Постановление о наложении ареста имущества транспорта арестовать надо. В течение 10 дней, в течение 10 рабочих дней полно погасить налоговое зависимость от решительных таких дай, мы его этот материал оканчиваем. В ходе рейдов сотрудники провели опись имущества у самых злостных неплательщиков. Если не удастся погасить долг в течение 10 дней, оно пойдет в счет погашения задолженности. Бывает и такое, что сотрудники сталкиваются с проблемой поиска текущего места жительства должников. Однако в большинстве случаев граждане относятся с пониманием и производят постепенную оплату задолженности. И налог, имущество на все. Царь миёшел налог, далуш летшил. Хокоз шемет генеральный доверенности, далухитинг антутига. Цо дадья дошло, далушту. Сотрудники Федеральной налоговой службы отметили, что от своевременности поступления налогов зависит финансирование ключевых сфер жизнеобеспечения, функционирование государственных структур, учреждений образования и здравоохранения. Подобные рейды будут проходить ежеквартально до полного погашения задолженности по региону. Валентина Гусевская, Турпалалита Исумов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Состоялся открытый чемпионат по рукопашному бою в честь памяти Героя России Ахмата Хаджикадырова и погибших росгвардейцев при исполнении воинского долга. Участие в нем приняли 8 команд от подразделений ведомства, куда вошли 2 мастера спорта и 22 спортсмена различных видов единоборств. Далее в нашем сюжете.
Проверить свои силы, навыки и боевую подготовку в первом республиканском открытом первенстве по рукопашному бою имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова собрались 8 команд и 24 участника, представителей различных воинских подразделений, входящих в 46-ю отдельную бригаду оперативного назначения, в том числе 141-й моторизованный полк «Север». Состязаются они в 3 весовых категориях. Ne beşen hala, müşte sportan hala, biz soğuya kırkul, tak, oran ne sportом заниматься до 2 года, шина, поедяхул мокшон дигду. Эта проверка на прочность важна, поскольку выявляет мастерство опытных и мотивирует новичков. Одну из побед одержал Ахмед Гаруев, рядовой воинской части 249-го специального моторизованного полка «Юг» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В числе гостей были командиры полков и батальонов Росгвардии. Они же вручили командам-победителям и призерам медали, грамоты и чемпионские пояса. Мадина Нуцалчиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Шоу с дельфинами полюбилось многим жителям и гостям региона. Очередное выступление морских животных стало настоящим счастьем для самых маленьких. Какие впечатления остались от водного представления, смотрите в нашем сюжете. Захватывающие прыжки, синхронное плавание, катание тренера на спине. Эти и другие трюки в исполнении дельфинов каждый раз вызывают восторг у маленьких зрителей. Эти удивительные животные давно полюбились жителям Чеченской Республики. Они, в свою очередь, стараются каждый раз радовать своих зрителей. Номера мы репетируем, если обучаем в новый номер. Где-то у нас месяц нам по-любому нужен. Они быстро ориентируются. Мы просто номера меняем некоторые. На этот раз для маленьких зрителей подготовили новую постановку под названием «Малефисента». Сложные трюки, музыкальное и световое сопровождение. В дельфинарии развернулось настоящее шоу. Все это с постоянным общением артистов со зрительным залом. Как у меня выходной, все, сразу привезли детей, приехали. Ну, я зашла сюда, у меня уже атмосфера, такое настроение очень радостное. Думаю, что после шоу тоже... Дети смогли получить положительные эмоции и яркие впечатления. Шоу продлится еще месяц. Мадина Нуцалчиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.